Ногайская степь огромная, площадью почти 10 тысяч квадратных километров, равнина на севере Дагестана. Здесь живут ногайцы, потомки завоевателей Золотой Орды, один из народов многонационального Дагестана. Как и их предки, ногайцы издавна занимались животноводством, разводили в степи скот. Там, в ее недрах, все еще много чего важного и нужного – нефть, газ и чистая артезианская вода. Зато на поверхности уже совсем другая картина. С каждым днем Ногайскую степь все больше заносят пески. Они наступают со всех сторон, не щадя ни фермерские хозяйства, ни даже целые села. И она на глазах превращается в самую настоящую пустыню. Она кажется бескрайней, словно море – это огромная безбрежная степь. В ней и сам чувствуешь себя маленькой песчинкой, одной из тех, что мириадами засыпают здесь всякую растительную жизнь. Ногайская степь занимает значительную часть северного Дагестана, и в жизни республики она всегда играла важную роль, а местные жители-ногайцы всегда берегли свою степь-кормилицу. Пасли здесь скот, выращивали овощи и здесь же ставили дома, к которым со всех сторон теперь подбираются коварные барханы. Это для того, чтобы остановить пески. Вот у нас оттуда они идут. Вот. Там за буграми, земли отгонников. Вот оттуда эти пески идут. Пески пришли не вдруг, и все здесь знали, что их степь понемногу превращается в пустыню. Но все равно для них это стало неожиданностью. Песчаные барханы нависли над крышей фермы и засыпали весь двор фермера Бегали, а вместо пастбища у него теперь 400 гектаров пустыни. Конечно, если это все оставить, конечно, нас накроют. Вы живете почти уже, забор накрыло уже, дом остался, да? Вот мы работаем, вот купили трактор недавно именно из-за этого. Пески пришли в степь не случайно. Раньше, еще несколько десятилетий назад, свой скот здесь пасли в основном только они, ногайцы, по заветам предков периодически меняя пастбище, чтобы давать степи отдохнуть, набраться сил и покрыться свежей травой. Но четверть века назад Ногайскую степь решили сделать общереспубликанским пастбищем, и, как говорят сами ногайцы, с тех пор их земли не знают покоя. Сотни тысяч копыт вытаптывают верхний плодородный слой, а растительность не успевает восстановиться, уступая место песку. Теперь его пытаются сдержать люди. Вместе с соседом Муратом, тоже фермером, они вручную останавливают песок. Бегали пасет здесь скот уже 13 лет, но такого, говорит, не припомнит. Теперь для них что не сезон, то борьба за выживание. Этой нежданной природной аномалии радуются разве что дети, и пока взрослые, засучив рукава, разгребают песчаные завалы, детвора забавляется в этой гигантской песочнице, которой чуть ли не по самую крышу стал их двор. Молодым человеком Бегали сначала помогал отцу, потом же объединился с братом, арендовал 400 гектаров в родной Ногайской степи и поселился в Кашаре. Он кочует с детства, точно так же, как делали его отец и его дед, но никогда и подумать не мог, что вместо травы его овцы будут нюхать песок. Здесь раньше нормально траву косили, раньше там сено заготавливали из этой территории, получается, да? Не закупали. Продавали еще, самим тоже хватало. А сейчас даже об этом речи нету, чтобы косить, потому что нету, вообще ничего нету. Покупаем, тратимся на это, сколько там, продаем, и на это покупаем, сено. Бегали нагаец, родился и вырос в районном центре селе Тарикли-Мектеп. Говорит, ему очень обидно и больно за родные земли, которые на глазах превращаются в бесплодную пустыню. В этом местные жители склонны винить своих коллег-фермеров из других районов республики. Есть одна проблема, то что мы тут
платим за гектар земли, за аренду 104 рубля. А вот они, я слышал, то, что они платят 21 рубль. Нагайцы требуют справедливого контроля за степью, ведь на летний период соседи из других районов республики обязаны уводить свой скот в горы, чтобы дать степи отдохнуть и восстановиться. Однако мало кто это делает, и овцы пасутся здесь круглый год, съедая траву и вытаптывая землю. Говорят то, что они круглый год здесь пасут, как бы не отгоняют их в горы. Пески уже буквально выдавливают коренных нагайцев из родной степи. Выбор у фермеров небольшой – либо искать новые пастбища, либо закрывать бизнес и уезжать. Мурат все еще верит в лучшее и даже закупил 100 машин навоза, чтобы попытаться засыпать барханы и восстановить плодородный слой. Если так пойдет, наверное, чем-то другим придется заняться. Оставить надо придется все это. А есть варианты, чем заняться? Ну, здесь нету, наверное. Нам искать надо, наверное. Поехать в другие регионы, там, наверное, попробовать надо. Эту кошару Бегали построил вместе с братом. Здесь они живут круглый год. Зимой топят печку, летом пережидают жару и песчаные бури. Кочевая жизнь фермеру нравится, и ему есть с чем ее сравнивать. Бегали успел поработать в Норильске водителем и грузчиком. Однако, несмотря на хороший заработок, он вернулся на родину и стал пасти скот. Ну, не понравилось, холодно было. Пришлось обратно приехать. И как бы есть кошара, земля есть, да? Ну, как бы этим надо заниматься. Вот с братом пришли и вот делаем, пытаемся что-то делать. Село Терекли-Миктеп – столица нагайского народа. Ему несколько сот лет, и здесь проживают порядка 7000 человек. Отсюда до песчаных барханов еще далеко, около 1,5 десятков километров. Но как только со стороны степи дует ветер, на зубах сразу начинает скрипеть песок. Милка зовут, обученная, 8 лет. Самка. Сейчас самца надо еще привезти. Это наши хозяйки, гостевой туризм. А вот верблюдице Милке кажется все нипочем. Она ведь корабль пустыни, так что чем-чем, а песком ее вряд ли испугаешь. Туристы в селе Терекли-Миктеп – редкие гости, и хотя Терекли переводится с нагайского как «роща деревьев», зелени здесь совсем немного, но даже редкая растительность на фоне песчаных барханов кажется оазисом в пустыне. Беда пришла к нам в степь, понимаете? Аж больно смотреть на великие нагайские степи, когда все цвело, когда я был молодым еще. Вот. По зеленым лугам, по степи я на лошади скакал, а теперь некуда даже камень бросить. Все куплено, туда не ходи, сюда не ходи. Вот видите? Алибий Романов – заслуженный артист Республики Дагестан и уважаемый сказитель Акын. Овец и баранов он не пасет, но ему не меньше, чем фермерам, обидно за свою родину. И даже всего 2 струн ему достаточно для того, чтобы передать всю народную боль. Углы, все вот эти. У себя в маленькой мастерской Алибий делает инструменты и обучает музыке местную молодежь. В селе прошла большая часть его жизни, и он хорошо помнит, как нагайская степь превращалась в пустыню. Те, которые люди там наверху стоят, им, я скажу, им до фонаря, их не волнует вот эта земля. Через 20, через 10 лет, через 5 лет, во что эта земля превратится. Лишь бы оттуда все выжать, понимаете? А что нашим детям, внукам, правнукам, мы тоже хотим оставить что-то. Пустыня вместо степи, песок вместо травы. Нагайцы уверены, что виной всему принятый в 1996 году республиканский закон о статусе земель отгонного животноводства, благодаря чему треть всех нагайских степных угодий сначала перешли в собственность республики, а затем оказались в частных руках.
Руслан – потомственный чебан. У него и сегодня есть своя кошара. Но, как и у всех в округе, к его пастбищу тоже подбирается песок. Однажды Руслан уже лишился родного дома, ведь его родовое село Кыстырылган давно покоится под барханами. С каждым годом песка все больше и больше территории охватывает. Но в данном случае я думаю, что надо эти земли освободить, здесь чрезвычайную ситуацию объявить. После этого надо какие-то меры надо принимать. После того, как Руслан стал народным депутатом, он объявил войну пескам и стал бороться за светлое будущее Ногайской степи. Он написал сотни писем, обошел десятки кабинетов и отправил жалобы во все высокие организации, по сей день ожидая ответа. В итоге нормы содержания скота не придерживается. Как и раньше, эти хозяйства, которые сейчас арендуют в горы, не перегоняют скот, степь не отдыхает. И в итоге вот степь превращается в пустыню. А ведь были времена, когда Ногайская степь зеленела и цвела. В прошлом веке село Червленные Буруны считалось передовым животноводческим колхозом страны, который всех вокруг снабжал мясом и молоком, а героев труда здесь было больше, чем пальцев на обеих руках. Сегодня же потомки ударников труда цветущую степь могут увидеть, пожалуй, лишь только в старых фильмах, но готовы многое отдать за то, чтобы смотреть на нее и в реальной жизни. Зона экологического бедствия, можно сказать уже, да? И выводить надо скот оттуда полный. Им чуть больше 30 лет, хотя многие уже успели поездить по стране. Кто-то работал в Москве, кто-то на севере, но все они однажды решили вернуться в родную степь, а увидев под окнами пустыню, стали думать, как жить и что делать дальше. Время от времени они садятся в свои машины и едут патрулировать степь, поскольку все из местных знают все тайные тропы и отдаленные уголки огромной степи. И в этот очередной рейд народной дружины мы отправляемся вместе с ее активистами. Ровный асфальт быстро заканчивается, на пути горы песка, что засыпали трассу. В степи дорог нет, есть только наезженные пастухами колеи, которые быстро заметает лихой степной ветер. Проехать здесь можно разве что на внедорожнике и лишь с опытным водителем. Здесь нет ни заправок, ни мобильной связи, лишь иногда встречаются пастухи и их зубастые помощники-сторожа. Случайных людей в степи нет, а те, кого мы увидели, были неразговорчивы и не очень рады чужакам. Что снимаете? Лишнее внимание пугает чабанов. Многие из них работают на отгонных землях, то есть должны пасти скот в степи только зимой. Однако десятки километров непроходимой пустыни вокруг – надежный щит и меч. Потому что спросить с них за это некому, а у местных жителей на это нет полномочий. Скот не дает восстанавливаться пастбищам, то есть травостой он не восстанавливается от большого количества скота именно. То есть выпас постоянный, плюс еще превышение поголовья. То есть все вот это вот деградирует наши пастбища. И, соответственно, нету осадков. И земля как бы истощается, влаги нету. И вот так вот песок поднимается. У Кемала типичная биография для этих мест. После школы уехал в Москву поступать в институт. Далекий столичный город забрал сына степей на 10 с лишним лет. За это время Кемал много чему научился. Он строил, водил машину, был бизнесменом, торговал. А когда ему надоело кочевать по городам, он вернулся в родную степь, которая за годы его отсутствия изменилась до неузнаваемости. Еще одна точка животноводческая. Кошарами мы их называем. До такого состояния довели наши недобросовестные фермеры. Таких точек десятки. Их много очень. Вот мы сейчас ехали, сколько мы километров проехали сейчас? Вот от трассы до Судова, километров 20, наверное. Одну траву хоть видели? Вот они бросили и уехали, все, оставили.
использовали, уехали. Квартиранты. Это все, что осталось от огромной временной кошары. Большой хозяйственный двор теперь засыпан песком. Возможно, здесь держали около 1000 голов, превышая все установленные нормативы. Но поделать они опять-таки ничего не могут. Сколько должно времени пройти, чтобы здесь восстановилось все? Это столетия нужно. Мы останавливаемся возле ногайской достопримечательности озер Большой и Малый Маныч. Когда-то здесь шумела волной вода, но сегодня вместо живописных водоемов с редкими птицами остались лишь соль да сухая земля. Охраняемые международными конвенциями и соглашениями, озера просто испарились, а ведь еще несколько лет назад местные жители приезжали сюда целыми семьями, отдыхали на берегу, купались, любовались редкими животными и птицами. Ну, засохло это, я вам скажу, в первую очередь это из-за человеческого фактора. Здесь люди принудительно закрыли канал. Озеро взяли, поделили между 5 участками сельхозназначения. Тем самым как бы они расширили свои территории. Денисламу 27 лет, 15 из которых он, как и многие его земляки, провел на севере. В Сургуте Денислам получил образование, а потом работал инженером на буровой вышке. Пока бурил вечную мерзлоту, выкачивая газ и нефть из северных земель, здесь, в степи, кто-то выжимал все соки из нее. В том году вода была, ну, мало, но была. На этот год, на сегодняшний день, мы вот видим картину, кроме соли у нас ничего нет, ни воды, ничего абсолютно. И я думаю, из-за этого, может, в этом году у нас никаких осадков не было. Дождей, ничего не было. Песчаные дюны уходят далеко за горизонт и напоминают морские волны. Однако песок, скрипящий на зубах, быстро возвращает к реальности, где вполне можно застрять в глубоких коварных барханах. Мы останавливаемся возле старого кладбища. Это еще одна боль местных мусульман. Кроме ветров и песков, что естественным образом разрушают старые могилы, вокруг пасется еще и множество овец. И для того, чтобы защитить захоронение, общественники поставили забор. Вот эта плита датируется от 1299 год, это 143 года назад. И вот эти на плитах есть вот такие вот орнаменты. Вот раз, два, три, четыре. Это означает, что он 4 был в хаджи. Ждать помощи от властей нагайцы не стали, а деньги по копейкам собирали всем миром. Так что теперь овцы пасутся в стороне от духовных святынь. Вот, половину средств ребята собрали с разных районов Москвы, там севера отправляли, собрали и за один день, вот, купив трубы, арматуры и сетки, оградили. Старые кладбища пески не жалеют. Сначала они заносят могильные камни и плиты, превращая в пустыню все вокруг, а затем ветра выдувают песок, оголяя захоронение. Сам скелет нашел человека. Я туда взял, гребенщиков накидал сухих. Вот если у вас время будет, что-нибудь там сделать, или камень какой-то, камень положите, или что-то. Ну, это ваш, наверное, человек там, наверное, умер. Виктор Иванович простой чебан. Он пасет в Ногайской пустыне чужой скот, как раз на отгонных землях. Рассказывает, что в этом году правила выпаса соблюсти не удалось, якобы из-за форс-мажорных обстоятельств. А так большие отары уходят оттуда. Близко не бываем здесь. В этом году не погнали, вот это же эпидемия это, не погнали же никуда. Люди болели же, никто никуда не погнал. А так каждый год уходили, на пастбище уходили. Даже овцы тут не было. Но местные, слушая пришлого чебана, только улыбаются. Они знают, что если все было бы так, как он говорит, трава сумела бы подняться даже из-под песка. Вот результат за 2 месяца, посмотрите, вот трава, вот как она пошла. Вот за эти 2 месяца. Вот видите, вот она зелень, вот она зелень. Это результат 2 месяцев, смотрите, вот она.
То есть, где скот не ходит, земля восстанавливается. Трава восстановится. Просто надо земле дать возможность отдохнуть земле, да? Восстановиться. Наш степной патруль едет дальше, туда, где не ступала нога официальных властей и где царят свои законы. Здесь, прямо под нашими ногами, скрыты огромные запасы нефти. До них мы добрались, когда солнце уже скрылось за песчаными барханами. Нефть побулькивает, словно гидромассажная ванна. Черное золото в Ногайской степи обнаружили давным-давно, но добывать не стали, оставили в качестве госрезерва, хотя, очевидно, кому-то это месторождение и сегодня приносит доход. Вот они, врезки на скважину. Вон она, труба идет. И вот метр сколько там, 100-150, там котлованы есть. Рвы делают котлованы. Там нефть заполняют, выкачивают и вывозят. А насколько это законно, мы не можем сказать. Об этом всем активисты кому только не рассказывали. Говорят, сюда приезжала даже комиссия из республиканского Роспотребнадзора. Видимо, только для того, чтобы посмотреть и удивиться. Мы, говорит, столько нарушений, говорит, за столько лет, говорит, сколько работаем, говорит, все вместе взято, говорит, столько не видели, говорит. То есть в Ногайской пустыне есть все. И да. нефть, и нефть есть, и песок. И песок есть, и термальные источники есть. Но привлечь нарушителей к ответу все никак не получается. У общественников на это нет полномочий, а власти на сигналы почему-то не реагируют. Так что Ногайская степь словно Бермудский треугольник, в котором запросто исчезают целые гектары зеленых пастбищ, высыхают огромные озера и булькает кому-то в карманы народная нефть. Многие точки топятся газом. Вот накопители ставят на артезианах, там накапливается газ, никаких доходов, налогов, ничего от этого Ногайскому району не поступает. Быть может, благодаря таким вот кустарным умельцам в Ногайской степи недавно появилась еще одна достопримечательность, которую видно издалека: огромный огненный столб горящего газа, который шумом вырывается из-под земли и словно факел освещает степные пески. В Ногайском селе Кумли молодая пара готовится сыграть свадьбу. Мы застали национальный обряд знакомства с родственниками жениха. Невеста с коромыслом приносит в дом воду, потом одаривает старших женщин подарками и угощает всех чаем. Свадьба у ногайцев считается началом новой жизни. Но на радость новой жизни старики смотрят грустными глазами. Возможно, потому что все здесь прекрасно понимают, скорее всего, молодая семья ненадолго задержится здесь, в Ногайской степи, которая на глазах теряет свой привычный облик. Пески, они двигаются. Чуть-чуть скрыт, значит, это грунт, да, верхний слой, и начинает движение песков со всех сторон села. Одним словом, село уже погибает. Одни старики остались в селе Кумли уже. Вот на сегодня можно сказать, когда-то было лет 10 тому назад 3000 населения земли, а сейчас осталось 700 человек. То, что Ногайская степь сегодня находится на грани исчезновения, кажется, понимают все. Говорят, что даже в высоких кабинетах подумывают о введении в Ногайском районе чрезвычайного положения. И даже Совет старейшин Дагестана высказался в пользу частичного перевода земель отгонного животноводства в статус земель сельского поселения, чтобы сами ногайцы могли следить за порядком степи. Впрочем, пока люди разговаривают, пески движутся дальше. Многие ногайцы уверены, что это сама природа в наказание за безжалостную эксплуатацию земли просто выталкивает человека, превращая некогда цветущую степь в мертвую пустыню.